академику Российской академии образования Льву Пантелеймоновичу Куракову. Есть имена, которые народ вечно хранит в своем сердце. Жизнь этих людей является частицей истории. Мы приглашаем на сцену близкого друга, коллегу Льва Пантелеймоновича, заместителя председателя Совета Ассамблеи, руководителя исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Республики Татарстан Яковлева Константина Геннадьевича. Добрый вечер, дорогие друзья. Друзья Льва Пантелеймоновича, мои друзья, коллеги нашего уважаемого Льва Пантелеймоновича, которые сегодня здесь пришли в этот прекрасный зал, чтобы мы отметили и говорили о нем, как прошло 80 лет, можно сказать, его жизни. Сегодня здесь и учителя у нас есть чувашского языка, которые являются учениками Льва Пантелеймоновича. Почему учениками хочу сказать? Я, как первый раз, когда Лев Пантелеймонович познакомился, будучи еще работал директором регионального центра образования, и решили открыть в Казани как раз мой филиал, представительства Чувашского госуниверситета. Потому что он был председателем Госсовета Чувашской Республики, работал. Он был председателем правительства Чувашской Республики, член Совета Федерации, Российской Федерации, да, вот. Он, конечно, многие почетные должности занимал, но он был самым, наверное, в тот момент настоящим профессиональным руководителем учебного заведения Чувашского государственного университета имени Ульянова. Когда даже были те моменты, когда ему предлагали на пособие, готов работу совмещать, но оставаться руководителем университета. Почему опять? Это вуз, университет был как дом. Сегодня будут мои тяжелые моменты, потому что, нормальный человек его не может досмотреть до конца без слез. Поэтому мы хотели сегодня вечер вспомнить только самые теплые моменты его жизни. Сегодня в этом зале много тех людей, которые... Как все проходил его жизнь, это действительно были очень тяжелые годы. Но мне всегда, когда я стал первым директором, первым и последним, потому что в Казани у нас представительство существовало, пока я работал, вот так получился. Я первое время, когда к нему заходить, боялся в кабинет. Приходил к нему и сидел у помощника, как к нему попасть. И руки тряслись. Потому что, действительно, человек – легенда. Для меня он был, я всегда помню, первый раз познакомил Андриан, Косман Николаем нашим, да? Меня татары познакомили в Москве, я боялся к нему подойти. Ты же, говоришь, чуваш, подойди. Так же Лев Пантелеймонович. И когда мы с ним вот так близко подружились, это были все рабочие моменты. Я бы не могу сказать дружба, да? Это были рабочие. Он у меня руководитель, я подчиненный. Это работа, он меня и пинка мог дать, как говорится, и похвалить. Но он всегда любил хвалить. Особенно ученый совет, когда проводил. И он всегда умел видеть в людях успешных людей. Его был всегда, чем он привлекал людей. Это я всегда поражался, когда ученый совет, и он любил говорить каждому, смотря в глаза. И каждый, кто что хочет, слышит, он говорил вам каждому, что вы хотите. И этим он побеждал. Когда университет, когда он брал, пришел ректором, по-моему, там 9 тысяч студентов было. Когда он оставлял университет, там 8 тысяч студентов стало. 56 стран мира учили студенты.
Это все благодаря вот его такой вот энергии. То, что он открыл институт Ивана Яковлева, то, что он внуком Ивана Яковлевича общался, целую библиотеку привозил для университета. Это все вот он мог создать, такой человек, легенда. В самом деле он легенда. Когда уже потом, уже он не ректором был, когда я уже пришел в Чувашскую республику в качестве министром культуры работать, естественно, я не мог как-то его оставить в стороне. И тем более для меня это была работа тяжелая. Ну, во-первых, надо знать людей, нужно знать республику. Конечно, нужен был мне самый главный рядом близкий человек, советник. И, естественно, этим советником мог стать кто? Лев Пантимонович. И, конечно, у меня в голове была идея создать такой же прекрасный дом дружбы народов Чувашской республики. Почему в Татарстане уже там 20 лет есть, в Чувашии не было дома такого. И ассамблеи не было. В Татарстане вон уже 30 лет. Видите цифра? А Чувашии не было. Там еще, по-моему, сейчас вот 7 лет, наверное, да? Вот в 16 году мы открыли вот ассамблею. И вот это нужна была нам ассамблея. Мы проводим съезд. Театр оперы балет. 700 делегатов в зале. И, конечно, глава республики Михаил Васильевич. Мы говорим, кого надо? Вот Николай Федорович Угасов. Конечно, Кураков. Почему Кураков? А потому что у нас цель была, ну, как в Татарстане. А в Татарстане у нас председатель Совета Ассамблеи Мухаммедшин Фарид Харуевич, председатель Госсовета, лицо республики. А что, чуваши? Тоже нужен такой. Ну, у нас в тот момент не было такого лидера, председателя Госсовета. Но Кураков уже был достойный человек. Человек опытом. И хотели мы его так, как в Татарстане, такую же сделать прекрасную ассамблею. И Лев почему-то попросили. И на съезде мы его единогласно избрали. И он возглавил ассамблею народов Чувашской республики. Потом что нужно? Дом дружбы надо. Здесь тоже сегодня есть свидетели, которые строили рядом вместе с ним. Они сегодня об этом тоже скажут. Вот Эдуард Константин Бахмисов, который работал рядом с ним. Раньше директор Национального музея был. Сегодня тоже он еще скажет в вечере слова. Поэтому Лев Пантимонович вот болел душой, как надо каждый угол, каждую ступеньку, как надо делать. Вот все мы ходили, этот дом все вместе строили. Со всеми лидерами национальной культурной автономии Чувашской республики. И узбеки, и таджики, и все вместе вот так. Лев Пантимонович во главе, как опытный человек, как строитель. Он много чего строил в жизни, не только дом дружбы. И вот такой дом появился, прекрасный дом сегодня и в Чувашской республике. И сегодня я много могу рассказывать. Это уникальный человек. Мы с ним каждую неделю встречались, чай пили, кофе. Я всегда люблю кофе. У меня вот и сейчас всегда у меня кофейный аппарат. Он приходит, а ему давление, у него нельзя кофе пить. Я говорю, ну, он говорит, с тобой давай попьем. Вот. Почему я об этих вещах вот хочу сказать? Потому что человек иногда был готов и рисковать ради дружбы. Конечно, он себя не берегал. Ну и мы. И хочется сегодня еще сказать один момент. Сегодня вот здесь Ася Витальевна, у нас вот ректор инновационного университета в Казани, да, присутствует. Она тоже об этом скажет. Вот. Я еще Асю Витальевну тогда не знал, отца хорошо знал Виталия Гайнуловича, который основатель этого университета. Они были очень близкие друзья. Вот на фотовыставке видел, я еще там молодой еще сидел, еще черненькие волосы были. Вот, я еще учился, и сидели за столом, а сюда два мудреца. Ну, конечно, мне было интересно учиться от них, что они говорят. Вот. И все не случайно по этой ступеньке я тоже рядом с ним находился все эти годы.
Я долго не буду сейчас говорить, я еще думаю, время еще будет. У нас еще время до утра есть, поэтому многие еще останетесь. Ночевой приехали гости, поэтому с вами еще по душам поговорим. И есть что нам с вами вспоминать. Но я хочу буквально несколько слов попросить на эту сцену. Или говорит, вас подняться, тоже сказать. Вы все-таки тоже хозяин этого прекрасного дома. И тоже хорошо его знал. А я туда могу идти, с вашего позволения. Спасибо, Константин Геннадьевич. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня уже прозвучало правильное слово, которое можно применительно к Леву Пантелеймоновичу использовать и в дальнейшем во время множества мероприятий, которые будут организованы в Чувашии, в Татарстане, в России, там, где проживают чуваши и не только. Это слово «исполин». Каждый народ сам рождает своих героев. Чувашский народ родил исполина. Этот исполин Лев Пантелеймонович. Это безусловно так. Человека. Да, он исполин, академик, занимал высшие государственные посты. При этом, когда создавалась Ассамблея народов Чувашской республики, строился Дом дружбы народов Чувашии, он никогда не стеснялся опускаться до самых мелочей в этой работе. Потому что за 30 лет в Татарстане был пройден интересный, извилистый путь построения вот этих структур. Выступали на разных форумах в Москве, в Ассамблее народов России. Мы встречались в Чебоксарах, мы встречались в Казани, мы встречались в районах Татарстана. И всегда вот это его свойство, которое Константин Геннадьевич подчеркнул, огромное уважение к каждому человеку. Я никогда не забуду ту теплоту, которая исходила от Лева Пантелеймоновича по отношению ко мне, человеку относительно молодому. Ну и к нему возвращали тоже чувства. И для себя всегда отмечаю еще одну черту великих людей. Они объединяют. Лев Пантелеймонович объединял чувашский народ, он объединял лучшие силы своей республики, он объединял лучшие умы ученых своего времени. Но он объединяет и сегодня. Сегодня в Доме дружбы народов Татарстана собрались его друзья, верные соратники, его ученики. И вот этот процесс объединения, он будет всегда. И сегодня, выражая свое уважение, почтение памяти Льва Пантелеймоновича, мы уважаем и свои народы, и себя приближаем к этому величию, которое было у Льва Пантелеймоновича Куракова. Дорогие друзья, для нас большая честь, что вот этот памятный вечер проходит сегодня в Доме дружбы в Казани. Но таких мероприятий будет много. Мы обсуждали разные форматы. Это будут и кураковские чтения, это будут различные соревнования, это будут конференции. Но начало, если здесь, на татарстанской земле, для нас это предмет для гордости. Пусть все это будет с продолжением. Всегда будем вспоминать и жить с именем нашего исполина, Льва Пантелеймоновича. Спасибо. Начальник управления национального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Ильгиза Ильдаровича Халикова. Хайракун, Хисаплятусем, Хайрлыкун, Хадратар, добрый день, дорогие друзья. Вот так вот именно на 3 языках я с удовольствием приветствую друзей Льва Пантелеймоновича. И как сегодня правильно сказано было, сегодня в зале, наверное, нет никого, кто бы так или иначе не был связан с именем Льва Пантелеймоновича. Каждому говорю, не только в Ассамблее, не только в Доме дружбы народов, и коллегам в системе образования, потому что сам являюсь выпускником кафедры татарско-чувашской филологии. Это замечательнейший язык в системе тюркских языков, в семействе тюркских языков. И еще одна такая нить, которая вот меня связала
так получается, еще годы моих научных изысканий в период учебы в аспирантуре, это то, что и много. И эти нити переплетают нас всех, сидящих в этом зале, не только по линии науки. Наверное, безмерно счастлив быть на этом мероприятии. И, пользуясь случаем, хочу теплые слова передать от имени. Что важно, как для педагога, что самое главное, какая суть этого мероприятия, что мы не просто увековечиваем память Льва Пантелеймоновича, мы передаем молодому поколению. Вот пусть этот вечер будет таким теплым, сближающим, и память о Льве Пантелеймоновиче постоянно греет наши сердца. Бигзу Рахман. Благодарим вас. Чаваш жюри вин, чапло бахал изенчень пери, чун жрение, видемля туемлах, сиземлях пизе интонации жрадать. Ансамбль «Нуар». Родился в соседнем районе Льва Пантелеймоновича, в Дрожжановском районе. Их детство и жизнь схожи. Оба выходцы из деревни, и оба достигли самых достойных высот. Лев Пантелеймонович считал Николая Федоровича одним из самых близких и преданных друзей. Николай Федорович, мы приглашаем вас на нашу сцену. Таргашем. Серестен жней палатовка. Сересама. Булдар, Эрликон, добрый день. Изебля Дусейн, дорогие друзья. Сразу и слов не найдешь. Нет нашего уважаемого, не только нами, всеми народом уважаемого человека. Человека большой буквы. Да, мы с ним
знакомы в 90-х годах. Чувашское слово есть «неме», методом «неме», чувашский строитель. Я, кстати, тоже выпускник Чувашского госуниверситета, строительного факультета. Работал в советское время, руководителем был строительной организации. И мы у чувашских вот такой способ есть «неме». Общие строители собрались и решили сделать реконструкции строительного факультета. Мы сделали в подвальном этаже со студентами, строители, вытаскивали землю, чтобы по высоте там позволяло и так далее. Как раз уже фундаменты сделали. И вдруг мы общаемся во дворе, значит, плотников, раз Лев Пантелеймонович подходит. Че, как дела? Вот, говорю, вот так. Зашли, посмотрели вместе. Да я, говорит, никогда не думал, здесь можно сделать лабораторию. Ну, говорит, неплохо, давайте, сделайте. И вот когда мы все завершили, значит, это дело как-то, там и у нас уже комиссия была, обошли, посмотрели, и мы тут, и он мне всех принародно похвалил. Вот, говорит, Николай Федорович, молодец. И после этого как-то доверие, что ли, пошел. Он говорит, Николай Федорович, вы зайдите ко мне. И вот мы потом посидели, вспомнили, кто есть кто, детство. Поэтому мне даже вот детство сейчас на чувашском языке посмотрели, мне грустно стало, даже можно считать, как тяжело вырасти было, как особенно у нас детство схожее. Я тоже 7-й ребенок, 2 лет не было, без отца остался, и он аналогичен. Поэтому у нас судьба примерно одинаковая была, но он высокого ранга. Вот. И так получилось, мы были доверчивы друг к другу, и он, когда у него были, вот что характерно, у Льва Пантелеймоновича лишних вопросов никогда не было. У него, кроме университета на начальном этапе, пожалуй, и как отдать образование, наверное, другого вообще ничего не было. Вот. 8 часов, звонок, иду, он на работе, давай переговорили, он еще собирается в спортзал. После 8 часов, я говорю, пошли, я говорю, да нет, я уже целый день устал. Вот так вот, уставать нельзя, надо говорить это. И он еще, и вот смотрите, 90-е годы, не только продержаться в этом университету, а еще развиваться. За счет чего? За счет того, что вот иностранных студентов, столько иностранных студентов, значит, от платной основе сделали. И не только премию давал, а развивался. Сколько реконструкций сделал, ужасно было состояние университетских корпусов. Я тоже участвовал, вот, постоянно он советовался со мной. И в то же время, я не знаю, был ли такой университет, такой крупный спортивный комплекс построить в 90-е годы. Но это только возможно было Льву Пантелеймоновичу. Я с ним бывал и в Москве, он тогда в Совете Федерации уже был. Как-то вот встретился перед Новым годом, по-моему. Ну, конечно же, в Москве любят подарки. Вот перед Новым годом, по-моему, значит, он приехал, Николай говорит, помоги-ка, тут надо вот это. Зашли в коридор, это, значит, министерство, его все знают, но нет там человека, как будто он там работал. Вот я удивлялся, вот, ну, замечательный души человек, на самом деле, но я не могу выразить, какой он все-таки был. Он со всеми мог, и врагами, наверное, мог поговорить и перенести свою сторону, перетащить свои стороны. Ну, не то, что, скажем, врагов, ну вот, скажем, оппоненты и так далее, с ним невозможно было не соглашаться. Ведь, ну, такой уж был человек. И всегда войдет, вот именно твое положение войдет. Вот самое главное, войдет положение и даст добрый совет. Вот, конечно, вот, я считаю, что конечно, невосполнимая, неоценимая утрата, то, что он ушел, вот так ушел. Ну, не только же он, в те времена с этой пандемией, сколько людей внесло. Царство ему небесное, конечно, мы его будем всегда помнить. И вы смотрите, его нет, а его значение только
его имя только повышается. И, конечно, очень хочется поблагодарить от имени Государственного Совета, от Чувашского национального конгресса, прежде всего руководству Татарстана во главе Рустама Нургалиевича и организаторов сегодняшнего вечера, в частности, кстати, Константин Геннадьевич, у вас низкий поклон. Все, вот, спасибо большое, что вот великого сына чувашского народа везде помнят и с уважением относятся и в Татарстан, и везде. Низкий поклон всем, что собрались, это здорово. Давайте, кстати говоря, вот есть микрорайон университет, жилой комплекс. Там мы, значит, этот бульвар имени академика Куракова мы уже сделали. Вот. Все. В этом году мы его откроем, там, фонтаном, всем и так далее. Вот не так давно, в честь 80-летия, памятную доску, где он жил, открывали. Будем помнить, вот, если в следующем году точно будет памятник, ему на этом бульваре будет это 100%. Есть, конечно, и пожелание, сейчас школу, там начали строить школу имени академика Куракова, а может и получится, может сумеем это делать. Дай Бог, чтобы получилось. Низкий поклон еще раз, большое спасибо, что мы сегодня здесь собрались. Спасибо. Николай Федорович, Казанского инновационного университета имени Тимирясова Асия Витальевна Тимирясова. Пожалуйста, приглашаем вас на сцену. На протяжении многих лет Лев Пантелеймонович помогал в развитии этого университета, был другом и коллегой первого ректора Виталия Гайнуловича Тимирясова. Конечно же, очень приятно, Асия Витальевна, вспомнить вашего отца, прекрасного человека и, конечно, Льва Пантелеймоновича. Пожалуйста, вам слово. «Без ветра листья не колышутся», гласит чувашская пословица. И вот Лев Пантелеймонович, он был как ветер, обладал огромной, созидательной и творческой силой. Безусловно, Лев Пантелеймонович был одаренным, очень ярким, сильным и великим человеком. И я хочу зачитать несколько строк про великих людей. Жизнь великого человека — не веселый танец, а битва и поход, борьба с властелинами и царствами. Его жизнь не праздная прогулка по душистым апельсиновым рощам, а серьезное паломничество через знойные пустыни, через страны, крытые льдом и снегом. И действительно, жизнь Льва Пантелеймоновича была очень нелегкой, и, к сожалению, в его жизни ему пришлось столкнуться и с предательством людей, которым он помогал. У него были и недруги, которые, я думаю, просто завидовали ему, завидовали масштабу его личности. Лев Пантелеймонович — великий педагог, политик, ученый и, конечно же, великий сын чувашского народа, и он старался делать все для своей родной республики. Как сегодня говорили, он возглавил Чувашский государственный университет в 90-е годы. В 90-м году. А давайте вспомним, что это за время. Это фактически время разрухи, когда рушится. Сегодня мы в фильме видели, что за время его ректорства были открыты новые факультеты. И судьба свела моего отца Виталия Гайнуловича Тимирясова и Льва Пантелеймоновича Куракова. И вы знаете, они сразу же почувствовали друг друга, они во многом были похожи. И я благодарна, и Виталий Гайнулович всегда говорил слова благодарности Льву Пантелеймоновичу, потому что тогда, во времена знакомства, нашел огромную помощь и поддержку. Лев Пантелеймонович Кураков, безусловно, историческая личность. В склоне много звезд, но одна из самых ярких звезд — это наш Лев Пантелеймонович. Спасибо. Казинского района Республики Башкортостан. И от себя лично сердечно приветствую участников торжественного мероприятия, посвященного 80-летию со дня рождения академика Российской академии образования Льва Пантелеймоновича Куракова. Выдающийся деятель науки, просвещения и культуры Лев Пантелеймонович Кураков внес значительный вклад в развитие высшего образования в Республике Башкортостан.
В Стерлитамакском филиале Чувашского государственного университета имени Ульянова, открытого при его содействии с 2006 по 2018 года, из Аургазинского района выпущено 600 специалистов с высшим образованием, которые на сегодняшний день трудятся в различных отраслях экономики, образования, культуры, строительства и медицины. Орлова Георгия Захаровича и сегодня продолжает активно трудиться на общественной ниве. Лев Пантелеймонович был и остается величайшим просветителем современности. С уважением, глава администрации Арслан Назирович Шагариддинов. Ну а мы продолжаем просмотр нашего фильма. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень трудно представить или думать, что Льва Пантелеймоновича физически с нами нет, потому что он всегда будет с нами. Почему будет с нами? Потому что каждая капля крови в его вене, в его организме, каждая клетка дышала патриотизмом, дышала любовь к своей малой и большой родине. Кураков – это не просто случайный человек в истории Чувашия или Россия. Кураков – это любовь. Кураков – это единство народа. Кураков – это человек, который простил всех, кто в жизни его предал. А кто предал? Вспомните, кто предал Иван Яковлевич Яковлев, его ученики. И Куракова тоже, пока он давал им квартиры, пока он помогал, пока поддержал, пока поставлял свои крылья, чтобы они летали, они ему ножом в спину. И несмотря на это, этот человек, который родился сиротой, лишенный отцовской любви, у него сердце настолько заполненное любовью ко всем людям земли, к своему народу, к своей малой деревне, к своей любимой Чувашия, Россия. Вы знаете, не обязательно быть президентом, королем, премьер-министром для того, чтобы ты был адресом своего народа. Достаточно быть порядочным, патриотом, человеком. Кураков – это адрес чувашского народа, адрес России. Можно иногда любить человека, ради одного человека можно любить его семья, его родина, его друзья, его страна. И Кураков сделал так, что все, кто с ним был знаком, кто его знал, полюбил и Чувашия, и Россия. Знаете, дорогие друзья, я безмерно сегодня благодарен руководству Татарстана, Константин Геннадьевич Яковлев, который вместе с Кураковым были очень большая сила, вместе с Михаилом Геннадьевичем Игнатьевым, Михаил Васильевич Игнатьев, они были очень большая сила. Они столько добро внесли на чувашской земле. Более 16 творцов культуры за очень короткое время отреставрировали. 4 новых. Дом дружбы народов построили. Вы знаете, Кураков настолько объединял нас тогда и сейчас. Мы здесь, потому что он нас объединял. Здесь сегодня с нами приехали его ближайшие помощники, Лидия Ивановна, которая много книг о нем писала, Филиппова. Вы до этого сейчас ее видели, она выступала в фильме. Елена Светлая, которая очень много играла тоже роль, когда он работал руководителем Ассамблеи народов Чувашия. Дорогие друзья, как Фидель Кастро адрес Куба, как Хуго Чавес адрес Венесуэла, как Че Гевара адрес Аргентина, как Нельсон Мандела адрес Южной Африки, как Ясер Арафат адрес Палестина, как Иисус Христос адрес Палестина и палестинский народ, Кураков, Лев Пантелеймонович навсегда останется адрес Чувашия и Россия. Спасибо большое ему за то, что он родился
на чувашской земле, на российской земле. Спасибо, что он дал пример, как надо любить, как надо простить. Даже многие люди, которые между собой, у них, возможно, недопонимание, разногласия, они объединены сегодня в любовь к Куракову, его памяти. Вы знаете, разница между преданный человек и непреданный человек – это одно. Преданный человек – это есть человек, а непреданный – это просто тень человека, но это не человек. Сегодня это вечер преданность великому человеку, который никак не уступает великий просветитель чувашского народа Иван Яковлевич Яковлев. Иван Яковлевич Яковлев, который открывал много школ, хотел сделать свой народ осведомленнее. А Кураков выпустил для Чувашия, для России, для зарубежных стран десятки тысяч лучших кадров, умов прекраснейших людей. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня здесь есть. Дорогие друзья, я пришел сегодня сюда не один. Кураков я знал с 91 года. Это второй человек, который я знал в Чувашии. За некоторое время до распада Великого Советского Союза, который я приехал в нем учиться в 83 году, и на моих глазах, на моих слезах этой великой страны распалась. Ведь меня учили русский язык, великие педагоги русские. Я же не знал ни одной буквы по-русски, когда приехал на вашей земле. Они учили любить вас, учили любить русскую историю, русские педагоги, русская культура, русская цивилизация, русская музыка. И сегодня один из этих студентов, который благодаря Куракову, который открывал путь для иностранных студентов в ЧГУ в Чебоксарах, он приехал сюда с нами для того, чтобы исполнить песни о Куракове. Она непосредственно связана с Кураковым. Знаете, он студент, стоматолог, он никогда, нигде не учился на музыкант. Никогда не ходил в музыкальную школу. Он уроженец Палестины, которую Кураков любил, который Кураков посещал паломничество. Я иногда удивляюсь, говорю, я даже говорил Куракову, вы не обижайтесь, что много вам ножей в спину. Ведь Иисус Христос распяли не за зло. Он никогда никому ничего плохого не сделал. Его распяли за добро. Иисус никогда не занимал никакая должность. У него было слово. У него не было ни Министерства обороны, ни Министерства культуры, ни Министерства образования. У него ничего не было. У него было доброе слово. Он никогда не посещал Россию. А посмотрите, сколько людей в России, миллионы его любят. Сколько церкви в России. Поэтому, Лев Пантелеймонович, не обижайтесь на тех, кто сейчас, может быть, вас предал. Когда-нибудь историки напишут, какую вы роль играли в истории этого народа. Он никогда, я думаю, не уйдет из истории Чувашии и России. Несмотря на все награды, которые он получил, он сам является самая высшая награда в истории Чувашии для чувашского народа. Приглашаю сюда на сцену дорогой Сухайб. Пусть он исполняет песни, которые Кураков очень любил. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Когда я вам Бог, любимой вы другие. Второй песни. Тенжере
ырыда ослотынды жензем пиген умай. Хош перезембе эбир. Палла жаймас пырда, візем жинчен радиоба, телевидениебе илдетпір. Хош перен жинчен пілмезірек бұрнатпыр. Хош перезембе онзыртран тел булат пырда. Алькинчен візен хватне дуйзадыратпыр. Лев Пантелеймонович Кураков паманын, нумай хутен пірле юнажарыза ішлемелі самансем де чилай. Візем биргебі хамын аза өліре ширдым, Валерий Тургай үнжінжен кінеге қыларадып дейд, Шауынбеке Хледи Филиппова да кінеге ал жүруне бұғат, ебі хам жирдесене візене парып, нумай галашса сире ывындарашын мар, Шагынбек кына галашын. Лев Пантелеймонович Кураков, Чуваш Арслане, унын хвате мендери аслине пызыккине, вғыбекнежем Менбур кенже халыхи онлане. Хурматлы дуслар, уважаемые друзья, Лев Пантелеймонович Кураков, к великому сожалению, не был моим другом. Просто мы друг друга хорошо знали, много раз встречались, о многих вещах беседовали, и поэтому у меня сложилось о нем такое яркое впечатление. Я ведь его знал и как депутата, я сам был депутатом многие годы. Я его знал как ректора, потому что многократно у него в университете был. Вот когда мой друг, народный поэт Чувашии Валерий Тургай был председателем Союза писателей, между Татарстаном и Чувашией организовывались много разных писательских встреч. И каждая встреча обязательно проходила и через Чувашский государственный университет, где работал Лев Пантелеймонович Кураков. Бывали многие встречи и в библиотеке центральной вашей, потому что там проходили многие писательские встречи. Очень многие знатные люди Чувашии обязательно посещали эти мероприятия. И среди них был обязательно Лев Пантелеймонович Кураков. А что означает, когда писательские мероприятия привечают и там участвуют государственные люди, и когда в государственных мероприятиях участвуют писатели? Они друг друга не только восполняют, не только дополняют, но и повышают уровень и приближают к народу эти мероприятия. Эти такие вещи Лев Пантелеймонович Кураков очень хорошо знал. Вот когда идешь по улице, когда вот сам иду по улице, навстречу идут люди. От некоторых из них исходит лучезарный ум. Вот чувствуешь, вот этот человек, наверное, ученый, вот этот человек, наверное, врач, вот этот человек, наверное, учитель. Вот это чувствуется. И вот любая встреча с Львом Пантелеймоновичем Кураковым для меня была встреча с лучезарным умом. Между умом и мудростью какая разница? Разница невеликая. Ум – это мудрость, это ум в движении. Ум двигается вместе со временем, приспосабливаясь или меняя это время. И вот у Льва Пантелеймоновича Куракова именно был такой ум. К великому сожалению, он в моем доме не бывал. Я вот когда ехал сюда, думал, почему же он не был у меня дома? Ведь в моем доме были многие великие представители чувашского народа. А вот я вот сейчас стою здесь, у меня сердце обливается слезами. Он вот не был у меня дома.
не оставил своего следа в моем доме, хотя его огромный след лежит и в моем уме, и в моем сердце. Выступая, открывая этот вечер, Константин Геннадьевич говорил, что мы хотели бы, чтобы этот вечер был слез. Это очень правильно, потому что Лев Пантелеймонович был всегда улыбчивым человеком. Вот я его не видел ни разу смурным, таким подавленным. Он был великий оптимист и всегда улыбался. Он говорил серьезные вещи, улыбаясь. Он говорил несерьезные вещи, улыбаясь. Он советы давал, улыбаясь. Он тебя слушал, улыбаясь. А улыбка – это великое качество человека. Это выражение его внутренней культуры, внутренней красоты. Еще вот сегодня мы смотрели выставку, и там написано, приведен его афоризм. Тот человек счастлив, который любит свой народ. Я бы хотел добавить к этим словам и следующее. Тот народ велик, который умеет возвеличивать своих великих. Лучше это при жизни. Если при жизни не получилось, обязательно надо после ухода их из жизни. Лев Пантелеймонович Кураков именно тот человек, который достоин возвеличения своим народом. Возвеличивая своих великих, народ сам становится великим народом. И для этого он должен узреть и узнать среди своих людей своих великих. Я думаю, чувашский народ, мудрый народ, древний народ, который поет 100 тысяч песен, в словаре которого больше 100 тысяч слов, огромная мудрость чувашского народа, обязательно сделает то, что сказано вот в соединении, какой вывод исходит из соединения вот этих двух вещей. Человек счастлив тогда, когда он любит свой народ, а народ велик тогда, когда возвеличивает своих великих. Константин Геннадьевич, чемодана гепсана, чередень тавдывашин, шак кайшин, есть пулмазасын шак пулмасша. Айдырга алыжыпса, Константин Геннадьевич чудан чередень тавдывар. Мотор. Ченжен чеваш. И я еще хочу поблагодарить своего великого друга, выдающегося поэта современности. Это действительно так. Рената Абуя, Рената Максумовича Хариса, за то, что он сегодня пришел к нам на это торжество братства, дружбы двух родственных народов. Ренат Абуй перенес недавно очень сложную операцию на глазах. Несмотря на это, он сегодня с нами. Айдырга пэдэм чередень хыттан алыжыпса тавдывар. Рахмет сазге Ренат Абуй. Рахмет. Есть такое выражение: лицо и престиж каждой нации определяют конкретные люди. Ренат Абуй всегда говорит, дружбу народов укрепляют, развивают не сами народы, а конкретные представители этих народов, чувашского народа, татарского народа, и русского народа, марийского народа, и он абсолютно прав. Уникальный человек Лев Кураков. Нам еще предстоит долго и упорно к нему приближаться. Насчет приятелей не совсем правильно. Немногие ученики предали Куракова. 1-2 человека всего лишь. Не думайте, что все ученики Куракова предатели. Нет.
абсолютное большинство учеников любили, любят и будет любить своего учителя Льва Куракова. Да и весь чувашский народ любил, любит и будет любить своего великого сына. Стихотворение «Карапсе» я прочту на русском языке в переводе Аристарха Дмитриева, вашего большого друга. Лев Пантелеймонович очень любил это стихотворение. Оно переведено на разные языки. «Корабли» Льву Куракову. Кораблей у моря тонущих стоны и муки, лишь самим кораблям у моря тонущим знать. Мореплаватель, я проходил те науки, самому довелось и тонуть, и страдать. Не устану бороться с тобою, стихия, пляска жизни и смерти, твоя кутерьма. Я когда-то боялся вас, бури морские, а теперь перестал вас бояться шторма. Я тонул, и не раз, потому понимаю, каково кораблям на плаву в злую ночь. Я тонул, и удары судьбы принимая, сам спешу кораблям, если тонут, помочь. 19 мая в этом замечательном Доме дружбы прошел наш совместный с Ренатом Абынь творческий вечер. После этого Ренат Абынь пригласил нас, нашу группу, в театр оперы и балета на балет «Золотая Орда», «Алтын Урда». И в знак благодарности мы хотим, Ренат Абынь, вам вручить чувашский подарок, вам и Резеда Ахияровой. Я приглашаю сюда выдающегося сына чувашского народа, нашего замечательного строителя, мецената, лауреата международной премии имени Михаила Сискаля Валерия Николаевича Гордеева, вашего большого друга. Валерий Николаевич Таргашин. Так, сейчас. Ренат Абынь, мы знаем, как вы любите чувашскую вышивку, чувашский орнамент. Это комплект, это ручная работа. Ручная работа. Здесь и салфетки, ну, комплект, самый настоящий. Я думаю, Илья Ханум будет рада. Ну и здесь уникальная книга нашего гениального Михаила Сискаля «Епурнадов. Я живу». Здесь ваше предисловие, здесь предисловие профессора Эдинбургского университета Питера Франца, здесь предисловие профессора Сорбонны Леона Рабеля и так далее, и так далее. Ну и совсем недавно мы издали вот эту небольшую, но замечательную книгу. Это книга нашего великого Петра Хузангая «Тиллигана Тилли Келища». Песни Тилли. 55 шедевров вам от всего сердца, Валерий Николаевич. Ну а это, да, Рахмат Сазге, а это уже для Резеда Ахияровой, она гениальный композитор. Передайте, пожалуйста. А я хочу подарить мои книжки на русском и на чувашском языке организатору сегодняшнего прекрасного вечера, который пригласил нас сюда, Константину Геннадьевичу. Здесь есть стихи, посвященные Куракову и на чувашском, и на русском. В следующей книге будет посвящение тебе, если окажешь немножко спонсорскую помощь. Книжка типографии 4 года лежит. В последнее время я люблю слушать мудрых людей. И говорю себе, поменьше говори, а побольше слушай. Наверное, сегодня я выполнила свою, как говорится, миссию. Вам я свою книгу передавала. Спасибо вам всем. Спасибо. Дорогие друзья, большое спасибо за подарки. Я при вас хочу вот что сказать. У чувашского народа очень много великих людей. Среди них Никита Мичурин.
монах Якинф. Вот мы с Резидой Ахеровой в настоящее время работаем над балетом об этом величайшем чуваше, величайшем китаеведе для всех племен и народов. Уже режиссер-постановщик работает, композитор завершила уже свою работу. Скоро, может быть, к концу этого года мы будем уже на премьере. И я думаю, чуваши обязательно увидят этот балет о великом Никите Бичурине. А я раскрою секрет. В этом балете будет звучать мелодия нашей гениальной песни «Аларан Гайме». Шулаймы, Ренатовый. Правильно. Благодарим вас. Пызак Тавзире, Юрасама. Округа Чернова Светлана Алексеевна. Приглашаем вас на сцену. Ирагась, Полдер, Юлдашсем. Добрый вечер, дорогие друзья. Да, я представляю Батревский муниципальный округ Чувашской Республики. То место, деревня Чувашишаки, то место, где родился Лев Пантелеймонович. Место, которым он гордился, землю, которую он очень любил, и баторевцев, которых поддерживал во всем. И действительно, сегодня мы вот смотрели фильм, много показывали наш Батревский район, и все это о нем. Все, что он к чему прикасался, конечно, оно приносило плоды. Красной нитью через всю его жизнь, конечно, проходило высшее образование. И еще раз хочу всем сказать, что Батревский филиал, который существовал 20 лет, он, конечно, обеспечил высшим образованием почти 3000 человек. Люди, которые могли получить это высшее образование, не отрываясь ни от семьи, ни от своей работы, ни от производства. Учились в нашем Батревском филиале, конечно, и представители соседних районов, областей, и Дрожжановский, Буинский район Республики Татарстан. Поэтому, кстати, я тоже второе высшее образование юридическое получала в Батревском филиале. Очень много сегодня было показано про деревню Чувашские Шаки. Действительно так. И Дом знаний, и культурно-патриотический центр, и различные памятники, стелы. Все это Лев Пантелеймонович подарил жителям. Но самое главное — это наследие, которое он оставил нам. И мы, батревцы, очень гордимся, что этот великий человек, человек с большой буквы, золотым сердцем, наш учитель, наш наставник родился и вырос на нашей земле. Я хочу слова огромные благодарности сказать Константину Геннадьевичу. Спасибо большое, что, во-первых, пригласили на этот вечер. У меня слезы текли сегодня, вспоминая Льва Пантелеймоновича.
за все, что вы делаете. И я хочу вам от имени главы администрации Батырского муниципального округа вручить благодарственное письмо. Спасибо большое. Вас батыревцы помнят, любят, вспоминают. Поэтому просим в гости с большим удовольствием. Да, Tavak siren ate anne ezir biren aca juhne yurla yurla sikterine bir manmas par emerine bir manmas par emerine tavak siren ate anne ezir biren aspanine delile şu bilenine bir manmas par emerine bir manmas par emerine Tavak siren ate anne ezir biren verenine ırgamalı bak aşatnine bir manmas par emerine bir manmas par emerine tavak siren ate anne ezir bire sıhlanine çını jerire yuratnine bir manmas par emerine bir manmas par emerine Заслуженный работник культуры Чувашской Республики Алексей Шадриков. Ансамбль «Нуар». Количество студентов. Салам досем, салам ырчыннымзем. Эзир бурдан шакшыттынже илемле. Салам аваны, пулчер ыргунзем. Эзир бірле жухне, эбир телейле. Ырышсем дума пиллет пире шүлди хват. Кашны едем шакшыржине, ражанза келеть.
Атяне хватсунза, парач можоржунат. Везень пигеля, щут хевель, кашнышин на сидеть. Тавах сире, чеважым зем, ендежым зем, кашнын жіне шүлден щут щелдар, щудар. Тавах сире, пурыра шинным зем, кунжулар вырымда, тумғақ сыр пулдар. Пегил зире, чеважым зем, пегил зире, ендежым зем. Шапла галаны буличи баян дезе жутада пирен юратна Лев Пантелеймонович, шагында лараган пөдем чеваш ендежсене, Эштежи зене, унон тузы зене. Друзья, я сегодня дальше буду говорить как доверенное лицо супруги Льва Пантелеймоновича Куракова, Альбины Дмитриевны Кураковой, потому что даже после ухода Льва Пантелеймоновича мы тесно сотрудничаем с супругой, работаем занимаемся вопросами увековечения памяти Льва Пантелеймоновича Куракова. Поэтому я очень постараюсь коротко. Первое, Альбина Дмитриевна сказала, просила очень поблагодарить перед такой аудиторией тех людей, которые на самом деле реально, не только выпрашивают, а реально своими финансами, своими силами, своими возможностями увековечить память Льва Пантелеймоновича Куракова. Я сразу же сегодня благодарю от имени Альбины Дмитриевны, от имени Льва Пантелеймоновича Константина Геннадьевича, во-первых, вас, потому что такое мероприятие в Республике Татарстан – это очень здорово. Также Альбина Дмитриевна просила поблагодарить тех, кто самыми первыми откликнулись на ее просьбы, что ли, по увековечению памяти Льва Пантелеймоновича. И это я сегодня не могу не говорить. Самые близкие, честно говоря, конечно, у Льва Пантелеймоновича была своя команда. Конечно, доктор Басам правильно сказала, что в конце концов, извините, я очень волнуюсь, все-таки в конце концов осталась такая узкая, но крепкая, спаянная команда. И в этой команде я в первую очередь хочу назвать присутствующего здесь Владимира Николаевича Муратова. Владимир Николаевич, пожалуйста, встаньте, покажитесь. Я, конечно, не понимаю, почему вы до сих пор не выступили, но вот человек, который первым откликнулся, он сам решил изготовить памятную доску, которую повесили на здании Дома дружбы в городе Чебоксары. Потом Альбина Дмитриевна, да, пожалуйста, ваши аплодисменты ему. Мы его обязательно сегодня послушаем. Также Альбина Дмитриевна просила поблагодарить тех, кто как раз в день его 80-летия, 4 января, совсем недавно, помогли установить памятную доску в городе Чебоксары на доме, где жил Лев Пантелеймонович Кураков, Ленинградская, 26. Поэтому, кто будете в Чебоксарах, пожалуйста, идите, посмотрите. Замечательная памятная доска. Финансирование памятной доски взяли на себя, я хочу сказать пофамильно, потому что это просьба Альбины Дмитриевны, Угасов Николай Федорович. Давайте, да, поаплодируем. Потом Гордеев Валерий Николаевич и Дружинин Владимир Ильич. Вот эти люди, благодаря им появилась памятная доска на стене на Ленинградской, 26. Кроме того, Альбина Дмитриевна очень просила поблагодарить тех, кто создал уже 2-3 фильма о Льве Пантелеймоновиче Куракове. Это Алексей Енейкин. Алексей, встань, покажись, пожалуйста. Кроме того, Виктор Чугаров, его сегодня, конечно, здесь нет. Огромная им благодарность. И, конечно, до самого последнего дня рядом с Львом Кураковым все-таки был доктор Басам. Вот это надо принять, потому что в последние дни Лев Пантелеймонович выполнил очень много дел, очень много вообще. Я даже не могу сказать. Вот сегодня никто, я ждала. Может, кто-нибудь скажет в своих выступлениях. Ведь Льву Пантелеймоновичу в 2021 году дали звание, награду, всероссийскую награду «Гордость нации». Представляете?
Гордость нации. В Чувашии больше нет такого человека, у которого есть такая награда. Гордость нации. Я сегодня очень много могу говорить. Да, у каждого свой Кураков. Я все это понимаю в душе. Каждый может написать книгу. Но все же, давайте, мы все созрели к изданию другой книги. Во-первых, коротко презентую эту книгу. «Эпоха разума, гуманизма, чести» называется. «Письма сыну». Интересный формат. 15 писем, которые Лев Пантелеймонович Кураков адресовывает своему сыну, как бы, Володе. И, конечно, через него это всему народу, всему миру. Это мемуары, это непростая книга. Поэтому еще раз, сегодня я хочу поблагодарить и Альбину Дмитриевну, потому что Льва Пантелеймоновича нет, да, вот эта книга была готова, 14 писем были готовы, пока жил Лев Пантелеймонович, 2 раза посмотрел он эту книгу, все отредактировал, но не было 15-го письма. Несколько раз мы хотели написать вот это завещание, но и Эдуард Константинович здесь, и они пробовали, но все-таки появилась в книге и 15-е письмо, это вместо завещания. Поэтому, конечно же, работы по увековечению памяти Куракова продолжаются, и вот это 15-е письмо мы обязательно издадим для всех. А пока что Альбина Дмитриевна передала вам Ассамблея народов Татарстана 40 экземпляров, они уже у вас. Я думаю, Константин Геннадьевич распорядится как надо. Вы, пожалуйста, особенно обратите внимание на 15-е письмо, я прошу. И еще просьба такая, да, воспоминания о Льве Пантелеймоновиче Куракове, это уже наша будет книга, наши воспоминания, уже половина книги готова. Но вот казанские друзья, тень Сирогужрадараган Земизер, Лев Пантелеймонович Ачилай Жебельня, Таргашин, Ширер, Эбля Социалда Сецинжибур, ВКонтакте, Лида Филиппова, Педим координация Мунда. Тавах Тебргучень Бурнеди, Лев Пантелеймонович Манманжин, Паллах Перенесем Браща, Николай Федорович Калари, Халенди Падриель, заместитель Каламари, Падрель район Чуваши Жегинже, он да музей усадьбы да пулма пулдара чудес выходра шаплавитха. Шаванба Эсем Браща, Айдар Бурди Брле, Лев Пантелеймонович, он чуду занарне, он начне манма парармар. Тогда вы сказали пиде хумгандом. Приехал близкий друг, коллега Льва Пантелеймоновича, с которым вместе он трудился на протяжении многих лет. Владимир Николаевич Муратов. И Вова. Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, мы здесь все друзья, потому что мы собрались для того, чтобы творить современную историю. Действительно, сейчас вот здесь, в этом зале, на этой сцене проходит такой форум, который дает импульс на многие-многие года. В истории все закономерно. Вот даже моя поездка сюда, она тоже закономерна. Не то, что меня пригласили, не то, что вот это вот мероприятие, это закон истории. Его никак нельзя обойти. Я вот Льва Пантелеймоновича всегда называю мой старший брат. Он меня всегда ласково называл и называет Володей. Мы много трудились. Вот не хочу повторяться, все его заслуги. Я могу... Здесь только были маленькие пропущенные факты его жизнедеятельности. Он много трудился на общественной деятельности и в общественной палате. Об этом, может быть, кто-то и не знал. То есть экономику, экологию и вот именно такой импульс давал к социальному, культурному развитию нашей страны, вот именно Лев Пантелеймонович. Всегда на любом заседании комиссии по культуре и экологии такая была, наверное, сейчас есть еще, комиссии в Общественной палате Российской Федерации, последнее слово давали ему и говорили: Лев Пантелеймонович, шлифани. И вот он в течение 10-15 минут
шлифовал. Все, что мы говорили, он выстраивал в такую закономерность, после чего уже нужно было просто работать. Такие проекты, как «Флагшток», как «Знамя Победы», идея родилась вот в этой комиссии. Лев Пантелеймонович у себя на родине поставил этот флагшток. Никто не знает о том, что мы с ним, как он говорит, замутили такую идею установления памятником, бюстом героям Советского Союза на родине. И мы вот эту вот как бы идею с ним запустили, воплотили и дали старт. Порядка 10-15 героев в Самарской области мы лично с ним устанавливали. Но я еще как бы хочу сказать, там еще были много. Но мы вот когда встречались у него в его родной деревне, в его деревянном домике, беседовали обычно, когда заканчивался какой-то труд по экономике. Особенно он любил экономику. Никто не сказал, что на сегодняшний день в МГУ, нашем прославленном университете имени Ломоносова, по его учебнику экономики преподают именно экономику. В Англии, в престижных вузах тоже преподают именно на экономику нашего российского всемирного экономиста Льва Пантелеймоновича Куракова. Я его ставлю на уровне как бы Карла Маркса, Фридрика Энгельса, и дальше, я думаю, Лев Кураков. Вот это правильно. И он с нами будет еще долгие-долгие годы. Почему? Потому что, как он, вот вдвоем сидим, он говорит: Володя, то, что мы с тобой натворили, еще будут изучать сотни лет. Вот как бы я себя к нему не хочу как бы говорить, что я там великий, а вот то, что он натворил, именно творчество его, именно то, что натворил, будут изучать столетия. И я думаю, что вот этот импульс, который сейчас запущен здесь, в Казани, он тоже дает. Прошло 2 года, и вот через 2 года, наверное, встряхнулись люди и говорят: а нам нужно это. И поэтому мы здесь собрались, здесь, в Казани. Но это опять закономерность. Почему? Я объясню, почему я приехал сюда. Ведь после того, как он перестал заниматься, вот, он с нами, но он просто не занимается тем, чем он всегда занимался. В Казани у меня как бы тоже товарищ. У меня декабрь 2 года тому назад был роковой. С разницу в 2-3 часа у меня ушло из жизни 2 друга. Лев Пантелеймонович Кураков и Михаил Михайлович Блинников, жена которого здесь присутствует, Ирина, вместе со мной сегодня. И вот я к чему говорю? То, что следующий этап у нас был, мы упорно работали над тем, чтобы в Казани под руководством Блинникова открыть филиал Российской академии хозяйств при президенте Российской Федерации. И они одновременно ушли. Я думаю, что вот есть много мыслей, наработок, которые еще надо изучать, его труды. Его надо учить. Его сейчас надо изучать, его историю. Даже вот Лидия Ивановна, она очень мало сказала вкратце про книгу, которая «Письма сыну». Или «Письма сыну», правильно я говорю? Дело в том, что, прочитав эту книгу, вы по-другому будете мыслить совершенно о смысле жизни. В этой книге написана вся история, что было, что есть и будет. Это напутствие будущим поколениям. Огромное спасибо
организаторам. Константин Геннадьевич, низкий вам поклон, действительно. Я думаю, что вы сделали великое дело не только в масштабах вот вашего дома, или Казани, или Татарии. Вы сделали великий толчок для изучения великого экономиста, ученого России и, я думаю, всемирного человека. Объясню, почему я говорю всемирный. Мы, открою небольшую, не хотел говорить, тайну, мы с ним обсуждали его как, еще при жизни, его 80-летие. И он говорил: Володя, вот понимаешь, мне нужно будет очень много ездить. Ты мне поможешь? Я говорю, конечно, буду сопровождать, если надо. И я вроде парень еще здоровый, хотя тоже как бы относительно как бы возраст такой. Но будем ездить. Он хотел пригласить, ездить постоянно и приглашать своих друзей и учеников именно на 80-летие. И хотел он сделать в Доме дружбы народов. И вот у вас сейчас такая возможность это сделать. Может быть, это 85 лет. Потому что, когда мы стали изучать историю, где находятся ученики, не нашли ни одного государства, где их нету. Вот клянусь вот вам. Вечная память ему. Спасибо. Владимир Николаевич, вам о Григорьевиче Куракове навсегда сохранится в наших сердцах. Мы просим вас почтить его память минутой молчания. Шадриков, а также музыканты ансамбля «Нуар», факультета искусств Чувашского государственного университета имени Ульянова. Выражаем благодарность участникам нашего вечера, а также Ассамблеи народов Татарстана в лице Фарида Хайруловича Мухаммедшина за поддержку в проведении мероприятия. Память о великих людях останется на века. Лев Пантелеймонович оставил неоценимый вклад в общество. Он навсегда в наших сердцах.